нам пришли сегодня, а некоторые первый раз пришли. Они интересуются, как стать волонтером, что для этого нужно сделать. Вот у нас Кирилл первый раз. Ну и все, Саша была, ну пореже. Чаще, да, будешь, Саша, ходить? Все. Ленара, кажется, каждый день, да? Ну, через день. И Маша. Маша, правильно же, Маша? Да. Вот. А вот Маша, хочу рассказать, вот она и поделится своими впечатлениями. Она уже 3 года ходит. Всегда. Дождь, мороз, слякоть. Какая бы погода ни была, если у нас собака убежала, все, Маша даже ну, даже осенью уже рано темнеет. По темноте все, я, говорит, побежала искать. И находит, приводит, вообще не боится. Они начинают, разнимает всегда. Маша, расскажи. Я боюсь, она их раз вот так раскидала. Ой, я давай Машу спать. Ну, уже ребенка не покусала. Собак не стоит бояться. Они же чувствуют все. И просто если собаки начинают драться, то я сразу понимаю, что надо спасти в первую очередь собак. И вот сколько у меня уже шрамов на моих руках, все равно лезу в драки, разнимаю всех. Молодец, наш человек. Смелая. Знает, что надо спасать. Ну, я хочу сказать, что шрамы это не потому, что они Машу покусали. Это они вот друг с другом, она их разня... Людей, они вот, ну, нас всех, они не трогают. Я же рассказывала, что такой был случай, что на домашнюю собаку нашу передержки кинулись. Все, я стою, думаю, сейчас разорвут ее. Меня не слушаются. Наверное, Машу бы послушались. Но ее не было на тот момент. Блин. Я вот, знаете, как в охапку взяла эту собаку, вот просто на снег. Ну, я, правда, в тулупе в этом вот волросовской костюме была. Как дрессировать животных, да, когда на врагов. Ну, такой толстый костюм. Под себя подмела и вот просто легла. И лицо так вот спрятала голову, вот легла. Все, ни одна собака, 20 собак окружили, ни одна собака меня не тронула. Так только пытались там из-под ноги его уцепить. Ну, в общем, все, собаку мы спасли. Так что я с Машей пример беру. Ну, эта собака благодарная у меня в поселке какой. Мне будет 14, получается, хожу я уже 3-й год. Мне кажется, больше. Ну, 3-то точно года. Волонтером я стала еще в том году. Да. Меня однажды отец привез сюда поиграть с собаками, и я увидела, что тут сложно, тут собаки. И у меня еще с детства было рвение помогать и просто находиться вместе с собаками. Мы собак любим. Мы с подругой в детстве тоже мечтали открыть свой приют. А когда узнали, что если откроется, пришли помогать. А потом меня Нора заставила. Ну, когда я сидела возле двери, я проходила после работы. И увидела ее. Ну, и к вам как раз вот и зашла. И все, и осталась, да? Я осталась. Молодец. Теперь она у нас уже работает, подрабатывает. Надеемся, что потом, если все получится, как мы хотим, наши планы, то вот уже девочки подрастут и будут здесь работать. Прям будущее нашего приюта на них возлагаем. И вот я вам, дети, хочу сказать, что вот вы хотите волонтерами, сразу вы ими не будете. Вот по Машиному примеру. Маша здесь уже 3 года, а волонтером она официально стала в прошлом году. Потому что она своим трудом, любовью, помощью доказала, что она достойна в это звание волонтер. Это его надо заработать, его надо заслужить. Своим примером, своими поступками, своими делами. Но мы вас всегда любим, приветствуем, приглашаем, помогайте, и вы будете этими волонтерами обязательно. А специально там документ оформляется, не просто это там бумажку дайте нам, это кто-то написал, а дайте нам бумажку, что мы волонтеры, это в прошлом году тут. Да никаких мы бумажек не даем, это серьезный документ, это ответственный шаг. Вы же потом можете свое будущее вместе вот с именно животными построить. Кто-то будет кинологом, кто-то будет ветеринаром, кто-то также вот рабочим по уходу за животными. Грумером, конечно, да. Экономистом, вести, это же надо учет вести, это же целое дело, это организация. Она общественная организация, да, она бесплатная, ну, может, он муниципальным станет приют во главе волонтеров. Вот. И гранты можно выигрывать, там можно попробовать и зарплату заложить на ветеринара. Ну там как получается, на 50 собак положен 1 ветеринар и 2 рабочих. Ну это вот положено, но надо это где-то взять.
Надо, чтобы кто-то это рассчитал и дал. Ну, рассчитать-то и мы сами можем. Ну, чтобы выиграть конкурс. Ну, это все в будущем. А сейчас пока вот так вот. Ну, а вы расскажите, дети, почему вы стали приходить? Вот почему? Саша, расскажи, вот как тебе? Ну, меня первый раз Алиса сюда позвала, я пошла. Мне понравилось тут, я решила теперь сюда ходить. Тут собачки милые, допустим. Да, они же собачки внимания хотят. Мы там убрать, прибрать, что-то отремонтировать сами Помогать сделаем. А вы тоже как хочу раз вот помочь. им внимание уделите. Ты первый раз, Кирилл? Да. А тебя кто позвал? Тут, Как ты узнал про приют? ну, сначала Саша, Алиса и Аяна ходили, потом я подумала и тоже решила. Молодец, Ну, Алиса тоже каждый день ходит. Я еще не пришла, нам ближе к вечеру. молодец. А вот ты говорил, хочешь собачку. Кстати, вот можешь сейчас это сказать родителям. Твои родители этот ролик увидят. Да, они услышат. Можешь сказать родителям. Ваське, покажи родителям, какой ты хочешь собачку. Он щенка черного хочет. Вот который с ошейником, да? Да. Он лорд, да? Как зовут твоих родителей? Маму. Мама Алена, папа Коля. Мама Алена, папа Коля. Сделайте подарок для любимого сына. Почему бы не взять собачку, да? Да. Тем более, как бы собаки, Да. это же связь между вот, детьми, как бы, ну это любовь, да, вот Любовь. проявление. Потому что щенки и собаки это те же дети. У них развитие 5-летнего ребенка, поэтому это они умные, они уже умные. Дети в 5 лет так тоже уже сформированы. То дети будут благодарны, потом вырастут, станут взрослыми и всегда будут говорить спасибо родителям, они мне дали щенка. Они тут ухоженные, все Да. вычесанные, прививки поставлены, поэтому это даже как плюс, что типа не Конечно, надо они, вакцинировать их Да. и так далее. они не опасны вот И от в виде агрессии у них инфекций, тут да, и всякие агрессии, их инфекции любят. стоят. Да, их любят, поэтому какая у них агрессия? Там же часто агрессия бывает из-за страха. Ну-ка, вот он идет там по улице и думает, или ему дадут покушать, или пинка дадут. Вот он уже боится, пес. Дядякин. Скажи, здесь мы ничего не боимся, мы здесь ревнуем, правда? Ленарочка, ты расскажи, Ну, как сначала ты сюда пришла? я ходила сначала с Аней и с нашей подругой Соней. Мы узнали о приюте, то что вот мне мама рассказала, и я когда с папой всегда ездила на машине, я видела приют и хотела туда зайти. Но папа мне не разрешал, вот. И я потом мы гуляли с Аней и Соней и решили зайти в приют. Вот сначала мы боялись камер, потому что думали, что нас из-за того, что мы в приюте наругают, родители, Аня убегала от камер. Ну, вообще, нам нравятся очень собаки. Они дружелюбные, а еще нам нравится с ними гулять. Они вообще не тянут. Хорошие собаки. Просят, можно погулять на улице? Можно, а там же одну вывести, 10 визжать начнут. Поэтому вот чуть-чуть вот начнем, сейчас снег потает, делать будем новый забор, ограждение, там будет двойная калитка с этой, и тогда легче выводить их будет. И тоже так же надеюсь, мы грант все-таки победим, выиграем. Там мы заложили еще дополнительные вольеры с двориками, ну, чтобы разделять животных, тогда легче с ними гулять и не так и волноваться не будем, и ссориться не будут. А Машуня вот хочет свое будущее, да? Связать? Расскажи, кем ты хочешь. Я планирую стать ветеринаром в будущем, а также второе образование кинолога получить. Скорее всего, буду поступать в Орле. Вот, потому что заинтересовалась работой с собаками, понимаю то, что я могу это все делать, могу помогать. И вот уже пытаюсь как-то идти к своей цели. Да, да. Ну, то, что с собаками и также с любыми животными нужно обращаться как по-человечески, не выбрасывать их, следить за ними. И также помогать тем же приютам, хоть той же уборкой или просто выгулом собак. Потому что для нас это огромная тоже помощь оказывается. Спасибо. Да, помощь огромная. Не надо брезговать, там какашки убирать. Ничего там нет. У вас перчатки есть, веники, совочки. Да тут чисто. Как приятно, приходите, а всегда территория чистая. Нам даже вот ветеринары приходили, то у вас это вообще все блестит. Вот тут немножко вот разбросанное, то это нам уже не нравится, потому что мы полы моем, все, ну уже ж это дело к вечеру. Мы, получается, убираем утром и вечером 2 раза в день.
И кушают они 2-3 раза в день. Спасибо, детки. Ну, понравилось вам у нас? Будете, да, приходить? Кирилл, будешь приходить? Да. Вот скоро сейчас снег таять начнет, будем этот снег расчищать.